Всем привет, дорогие друзья! Это программа «Живой разговор». Меня зовут Анастасия Быкова. Сегодня у нас в студии в гостях Химирма Сайзанова. Привет, Химирма! Привет! Химирма Сайзанова, актриса театра и кино, окончила красным дипломом Высший театральный институт имени Щепкина, член Союза писателей Тувы. В данное время работает в Национальном музыкально-драматическом театре имени Виктора Кокола. Также перешла на 3-й курс режиссерского факультета Высшего театрального института имени Щукина. Лучшая актриса 83-го театрального сезона 2019 года. Химирма пишет пьесы, стихи и рассказы, лауреат Национальной литературной премии в 2019 году. Выпустила свою первую книгу в декабре 2022 года. Обожает творчество писателя Джоан Роулинг, фанатка ее книг о Гарри Поттере. Химирма мечтает когда-нибудь сняться в киновселенной о великом волшебнике. Расскажи, пожалуйста, как прошло время в Щепкинском училище? Насколько я знаю, ты выпускница Щепкина. Получается, мы в составе 13 человек поступили в 2013 году в Москву в Щепку. Мы там учились 4 года, но получилось так, что 2 отпали, и мы выпустились в количестве 11 человек. Ой, я даже не знаю, как это все вкратце рассказать, потому что учеба в театральном вузе — это прям с утра до вечера мы учились и даже оставались репетировать ночью, чтобы там подготовиться утром показ. И там у нас разные дисциплины были. Мастерство актера, сценическая речь, сценическое движение, сценический бой, фехтование, танец и так далее. Даже фехтование? Да, фехтование, да. Чтобы управлять телом, да? Да, чтобы управлять телом. Мы же должны уметь все делать. Там, ездить верхом на коне и так далее, и фехтовать, и все должны уметь. И, разумеется, этому нас тоже учили. А подскажи, у тебя было направление именно актриса театра или кино? Нет. Актриса театра и кино. То есть ты и там да, работать? Да. Скажи, элементы перевоплощения. Мне кажется, самое интересное в актерской профессии — это то, насколько ты можешь надевать вот эти образы и маски. Вот самое интересное — это вот этот вопрос. Вот, допустим, я прихожу куда-нибудь, и там ребята, в компании, да, прихожу, и там узнают, что я актриса, и первый вопрос: ну-ка, заплачь, а покажи, как ты умеешь плакать. Так дело не происходит. Вот, это может быть штамп, может быть штампировано, да. Профессионал может в любое время заплакать, да, но так не бывает, что ты прям заплачь, и он заплакал. Это происходит из количества репетиций. Ты репетируешь. Насколько ты погружаешься. Да, насколько ты погружаешься, и от количества репетиций, от количества вот этих предлагаемых обстоятельств, которые ты через себя пропускаешь. Во время спектакля, например, да, от начала до конца ты свою линию держишь, и в момент, когда ты должен заплакать, от количества вот этих предлагаемых обстоятельств ты через все это пропускаешь, и вот в этот момент, когда ты должен заплакать, от этого все происходит, а не просто так, что ты механически пусто заплакал. На ровном месте. Да, на ровном месте просто пусто заплакать — это тоже не актерское мастерство. То есть вот эта драматургия должна поддерживаться, и вот на пике ты уже выдаешь эту эмоцию. Да. Вот так же, как и человек с улицы, да, может быть, он так натренирован, что он может заплакать, но он же не актер. Может просто сухо, без никаких эмоций заплакать, но это же не актерская игра. А вот если ты через все это пропускаешь через себя, вот все эти сквозные действия, предлагаемые обстоятельства, и вот с внутренним своим наполнением заплакать, это другое. И все это происходит из количества репетиций, подготовки самого актера, как он через себя это пропускает, оценки. Смотри, я правильно понимаю, что количество повторений, то есть вот репетиции, да, это же как бы повторение, каждый раз
повторяешь. А количество переходит в качество. От этого зависит, да, Да. вот эта вот итоговая работа, так скажем, когда уже видите, Да, ну у нас, вот как меня учили, количество переходит в качество. Вот ты репетируешь все время, каждый день, не надо расслабляться, там, упражнения на речь, там, физическая форма тоже очень важна, все время надо держать себя в форме, заниматься, чтобы в тонусе быть. И вот это количество переходит в качество. Ты занимаешься каждый день и вот такие... И можешь собирать результат. Да, ты выходишь на сцену, ты можешь там, если тебе режиссер говорит сделать вот такой вот кульбит или какой-нибудь па, да, и ты это делаешь. Вот, и на сцене показывается количество, сколько раз ты это делал, качество показывается. Да, твоя работа продается. Скажи, а почему ты решила идти именно в Щукинское, а, например, не в Щепку? Ой, наоборот, в Щепку, а не в Щукинское. Сейчас я учусь в Щуке. На режиссера уже. Да. Ну, так получилось, что я прям с детства мечтала стать актрисой. Я там, как мы все любили смотреть индийские фильмы и так далее, я все это смотрела и мечтала стать актрисой. И так получилось, что в 2013 году, когда я оканчивала школу, прям не знаю, как это сработало, наверное, мысли материализуются, там фортуна на моей стороне. Вот именно в тот год, когда я оканчивала школу, Высший театральный институт имени Щепкина, это, получается, самый старинный институт вообще в истории России, приезжает к нам в Тулу набирать ребят в национальную родительскую студию. Все так совпало. Да, все так совпало. Я так помню тот момент, когда я специально, я сама после 11 класса и так собиралась, планировала поступать в Москву, пробовать себя в театральных вузах. И я смотрела там сайты разных вузов. Я зашла в Щепкинский театральный институт, и там смотрю, в 2013 году будет набор «Республика 2». Я так заорала прям. И из другой комнаты папа прибежал, говорит, что случилось? Я говорю, вот нас набирать будут, и вот так вот совпало, и было очень счастливо. А что там было на кастинге? Вот, когда нас набирали, первый день это актерское мастерство. Там надо подготовить свою программу, это монолог, это может быть проза, монолог из пьесы, монолог, да, и второе стихотворение. Поэзия, получается, басню надо было рассказать, и вот они могли сказать на импровизацию что-нибудь там, покажи там кошку, или как ты представляешь себе дерево, там, покажи что-нибудь, они на импровизацию тоже проверяли. Надо было спеть, надо было станцевать. Вот, например, когда я проходила, мне ставили разные стили музыки. Там классику, рэп, джаз-модерн и так далее. И я должна была прям по щелчку симпровизировать. Там классику поставила, я такая балет танцевала, ну как я это себе представляла. И там народные что-то мне поставили, такая там тувинская начала танцевать. И вот по щелчку они проверяли, как мы, насколько мы готовы перевоплощаться, меняться. Они проверяли нас на, мы должны быть как пластилин. Вот как мы, насколько мы гибкие и умственно, и физически. Вот они нас так проверяли, получается. А как ты думаешь? Напомню, я не закончила, получается. Первый день это у нас актерское мастерство, вот нас так проверяли. Мы должны были рассказать, как я рассказала, монолог, басню, стихотворение, станцевать, спеть и так далее. Потом второй день это пластические вот эти задания. Сесть на шпагат, там, мостик и так далее. Они проверяли нас на физические наши данные. Потом третий это был коллоквиум. Нас приглашали по одному и задавали вопросы, там, каких художников ты знаешь, каких режиссеров, кругозор, насмотренность проверяли, что есть в Москве вообще, как ты себе представляешь, там, например, я вообще в Москве ни разу тогда не была, и меня спрашивают, там, как ты себе представляешь Москву, какие-то музеи есть и так далее, вообще проверяли, готовилась. Я готовилась, там спрашивали, каких ты
знаменитых режиссеров ты знаешь, и там Станиславский, Мирополь и так далее. Как ты думаешь, какими качествами должна обладать актриса, чтобы быть успешной в своей профессии? Ну, вообще, талант, я считаю, что это голод. Человек должен... Давай поясни. Талант — это голод. Вот, даже если тебе дают все время роли, да, это не значит, что вот все, я буду играть, и ты там вставляешь палки в колесо других коллег. Нет, это не то. Это просто вот... это не нужно, я должна выходить на сцену. Это голод, все время быть в движении, все время выходить на сцену. Вот я считаю, что настоящая актриса должна быть все время готовой. Ей не бывает так, что вот у меня есть роли, с меня достаточно. Нет, я считаю, что вот нутро актерское — это вот все время голод, все время готовность, все время держать себя в форме, быть конкурентоспособным. Вот. Такие качества все время быть готовы, мне кажется. Ну, все мы знаем, да, знаменитое выражение, что театр начинается с вешалки. И, по всей видимости, это неправильный ответ, да? Нет, театр начинается с вешалки, это правда. Это сказал Станиславский, это правда. Но когда я... Это немножко... Ну, это другой вопрос. А когда я поступала в Щукинский театральный институт на режиссуру, был коллоквиум. Это последний экзамен, получается. Меня спросили, как ты думаешь, вот без чего невозможен театр? Самое важное, главное в театре, без чего вообще театр не может существовать, без чего. Я такая начала там рассуждать там высокопарно, там хорошие спектакли, хороший репертуар, там режиссеры, актеры, все это. Они такие смотрят на меня, нет, я такая, блин, что. И вот этот профессор Вилькин, ну, дорогая моя, театр невозможен без зрителей. Без зрителей театр невозможен. Зачем театр должен, ну, театр нужен, если туда не ходят зрители. Без зрителей театр невозможен. Это может быть там, ну вообще, зачем показывать спектакль, если зрителей нет? Вот самое главное. Есть даже, ну, такой рисунок, потом я начала рассуждать, там, я вышла оттуда, и действительно я согласилась, что вот действительно без зрителей театр невозможен. Самое главное в театре — это зрители, это важный механизм. Есть такой рисунок, вот, допустим, это качели, да, получается, вот здесь качели, и это сцена, а это зрительный зал. Вот здесь зрительный зал, там идет спектакль, там это актер и так далее, а вот здесь сидят зрители. Вот мы видим, да, что это качели. И она ровная стоит, ровная, то есть баланс держит, да. А если зрители уйдут, то вот эта часть падает, да. Поэтому действительно без зрителей театр невозможен. Какой зритель для тебя идеальный зритель? Какого зрителя ты вообще ожидаешь, ждешь, когда ты выходишь на сцену? Ну, вообще идеального зрителя не существует. Я вообще забываю про зрителей, про существование зрителей, потому что когда ты выходишь на сцену, у тебя есть только четвертая стена. Четвертая стена — это когда ты погружаешься в действие, и для тебя, вот получается, если ты играешь дом, да, вот квартиру, действие происходит дома, то там же 4 стены, получается, и там для тебя не существует зрителей. Это четвертая стена. И для меня тоже так же. Это тоже, кстати, система Станиславского, что вот четвертая стена. А в последнее время театр вот такой современный стал, что четвертая стена разрушилась. И иммерсивный. Да, и мы начинаем уже взаимодействовать со зрителями. Да. А вот тебе комфортно так взаимодействие со зрителями? Мне, да, нормально. Мы даже выходим со зрительного зала, играем там, действуем вовсю со зрителями. Так и так нормально. Бывают спектакли, которые, да, действительно, это четвертая стена, и ты играешь, погружаешься в свою реальность и так далее. И мне вообще без разницы, там, идеального зрителя не существует. Если зритель уходит с твоего спектакля, это значит плохой спектакль, значит, это ты сам виноват. Вот.
Так, чтобы зритель должен быть таким, нет. А бывало ли у тебя такое, что ты, выходя на сцену, забывала текст? Бывало. Но когда ты забываешь текст, ты должен выкручиваться своими словами. Хороший актер, если он уже то есть понимает, да, о чем действие, о чем вот эта сцена, он же знает, о чем он говорит, он же знает, о чем он играет. Поэтому своими словами он может выйти, сыграть так, чтобы это было незаметно. А если как бы, ну, плохой актер, я не знаю, можно ли так сказать, он забывает текст, и он начинает там раскалываться, там забыл, там запнулся, и как-то все это. То есть это сбивает с толку, да, сбивает человек с толку, выходит, да, из да. роли? Да. Ну, у меня, да, бывало так, что я забывала роль, но я выходила своими словами. Вот. А что еще на сцене может вывести тебя из образа? Ну, не знаю, нет такого, наверное. Нет такого, да. там, например, я не знаю, зритель как-то, не знаю, что-то выкрикивает из зала? Ну, так бывало, да, так бывало иногда, что там, например, там ты ездишь по районам, а там в районах зрители такие прям наивные и прям так смотрят этот спектакль и прям в это верят и так далее. Погружаются, да? Да, погружаются. Они прям, не знаю, ну, бывал такой случай, когда мы еще не работали. Нам рассказывали наши ветераны. Вот есть же спектакль «Хайран Бот», да? Вот наша классика считается. И там есть герой Кенден Хурак. Кенден Хурак — это как бы злодей, он там бьет Кара, злой муж, там абьюзер, вот современным языком, если говорить. И зрители так сочувствуют Кара, что вот ненавидят этого злого мужа, и кто-то даже взял башмак и, говорят, прям бросил в этого Кенден Хурака. И бывали такие случаи, когда зрители прям в это верят и хотят помочь Кара, и прям начинали бить этого бедного Кенден Хурака. Такое тоже бывало, но все равно актер, он же профессионал, поэтому он не должен сбиваться с образа, с роли. Вот он как-то выкручивался. Ну, если брать меня, то я не знаю, ну, у меня не бывало так, что... Бывали разные случаи. Бывало и так, что во время спектакля там свет выключался. Бывало так, что мы там играли в лагере «Юность», действительно свет выключился, но мы как-то продолжили это играть. Вот. Если ты профессионал, то ты должен как-то продолжать играть при любых обстоятельствах. Вот. Что ты видишь для себя вот в ближайшие, там, я не знаю, 3 года? Как-то ты смотришь вообще в будущее? Как ты видишь свою реализацию? Ну, получается, я еще учусь в Щуке на режиссерском факультете. У меня 4 года осталось, там учиться 6 лет. Ого, серьезно? Да, второй курс я окончила, это получается второе высшее, поэтому там какие-то, ну, такие. И я окончила второй курс в этом году, в следующем году будет 3-й курс. Ну, я думаю, что вот, не знаю, может быть, не 3 года, а там через 4 года я окончу и буду работать у нас в театре. Или, может, ну, не могу там говорить, что у нас, или, может быть, если мне предложат куда-нибудь еще, там, могу поездить, ставить спектакли, но все равно, наверное, у нас в театре буду работать, чтобы как-то, ну... Ты хочешь больше ставить или играть? Вот сейчас я хочу играть. Вот именно сейчас, потому что вот на днях у меня бешеное такое желание. Нет, у меня, конечно, всегда было такое желание, но в будущем я больше буду ставить, получается, да? Ну, если окончу. Вот. Потому что очень сложно учиться. И у меня такие бывают моменты, мысли, что вдруг я там не окончу и так далее.
Но если я кончу, я же буду ставить, и я не буду играть. А сейчас, когда у меня есть 4 года, я хочу прям наиграться, выйти на сцену, хочу свою звездную роль. Режиссеры, слышите меня? Ну реально, я хочу играть, я хочу прям отдаваться полностью, быть выжатой, вот как лимон, я не знаю, как тряпочка, чтобы прям всю себя отдать на сцене. Вот сейчас я прям хочу играть, вот все угодно, от Баба-Яги, там, я не знаю, от кого угодно, хочется играть. А твоя звездная роль — это какая роль? Ну, ты наверняка что-то уже себе представляла. Если бы я была мужчиной, я обожаю Гамлета. Я бы сыграла с радостью Гамлета. Ну, бывало в истории, что актрисы, женщины играли Гамлета. Но, блин, почему я там не мужчина? И я начинаю так думать, я так хочу сыграть этого Гамлета, Шекспира. Но прям не могу, потому что я читаю, и я вижу в этом Гамлете и себя тоже, вот быть или не быть, вот в чем вопрос и так далее. А что, нельзя вот сделать такой интересный ход? Можно, но это от режиссера зависит, опять же таки. Вот а такое ты можешь интересное как-то решение. Вот, идею свою подать, или у вас так запрещено? Нет, можно все. Можно. Опять же таки, режиссеры, слышите меня? Вот. Гамлета я бы с радостью сыграла, вот я сказала, да, и там я Брехта обожаю, Бертольта Брехта, это немецкий драматург, немецкий режиссер, «Добрый человек из Сезуана», или «Кавказский нулевой круг», или Чехова «Чайку», там «Леди Макбет» и так далее. Вот, ну, разное. Хорошо. Но мне вообще нравятся вот такие сумасшедшие женщины, типа там Медея, которая убивает своих детей и так далее. Ну вот какие-то сумасшедшие женщины, которые там убийцы, вот эти психопатки, вот эти, ну чтоб можно было разыграться там. Вначале это вот такая женщина нормальная, потом почему ты стала психопаткой, почему ты убила, почему вот какие-то вот эти колебания мне нравятся, что вот начала ты вот такой, а в конце ты другая. Вот интересно, ты сказала, что нравятся такие характерные роли, да, назовем это так. Характерные. Ну, это немножко другое, да. Ну, это я поняла, другое. Да. Ну, вот что касается с изменениями психики, да. А ты изучаешь реальные прототипы людей, людей, в реальной жизни себя так ведут? Это важная часть актерской и режиссерской, ну вообще театральной жизни. Все мы берем из жизни, получается. И не зря, когда мы начинаем учиться, нам говорят наблюдение. Наблюдайте за людьми, наблюдайте за ситуацией в целом. Когда я училась в актерском факультете, мне говорили, наблюдайте за людьми, там, походка, как он говорит, как он сидит, как он кушает, как он ест, то есть, как он спит и так далее. Было даже задание, вот идешь в метро, да, и там надо было скопировать, там, человек идет с интересной походкой, и ты идешь за ним и копируешь вот эту его походку, и приходишь и показываешь на занятии. Вот эти наблюдения, вот эти, как бы это сказать, скопирование, да, вот эти наблюдения, это очень важны в жизни. Мы все берем из жизни. Вот даже сидя с тобой, я за тобой наблюдаю. Если мне это нужно будет на сцене, я вот такую девушку сыграю. Какую? Ну вот не скажу. Ну, вот какие-то аспекты, вот как она ножку вот так вот положила, вот как она сидит, вот как она на меня смотрит. Вот актеры, они же психологи, о чем она думает? Да. Вот этот жест, почему она, или если вот руку все время делает, вот о чем она думает, наверное, какой-то, ну то есть не здесь, в ее жизни что-то происходит, и вот поэтому она вот так вот делает. И мы все это наблюдаем. То есть актер, он хорошо разбирается в невербалике, да? Да. И вообще в людях тоже.
Потому что... А тебе нужно какие-то дополнительные знания? Ну вот ты считываешь образ, да, ты читаешь, вот, что человек там жест какой-то делает или еще, ну вот язык тела, да? А к нему же нужна какая-то расшифровка. Да. Ну, ты изучаешь вот это дополнительно? У нас мы это учим. Мы этому учимся, и у нас даже есть специальные тренинги, когда мы начинаем учиться в актерском. Есть разные тренинги. Там, допустим, сидишь, и там тоже сидит человек. Ну, то есть там 10 человек, да, и тут тоже 10. И они друг от друга, то есть... Спиной сидят, да? Спиной сидят. Ты просто сидишь и чувствуешь, вот, например, поднимается человек, да, поднимается и направляет тебе энергию. Он может быть кому угодно направить энергию. И вот этот человек должен почувствовать и встать, и посмотреть на него. И у нас так бывало, что вот действительно настолько мы энергетически направляем друг другу. Вот мы сидим спиной, да, друг к другу, мы чувствуем. И когда человек поднимается и направляет тебе энергию, просто энергию, смотрит и ну, энергетически поднимайся. И вот тот самый человек поднимается, поворачивается. Это удивительно. И вот я тоже чувствовала, что я просто сижу, чувствую, на меня, ну, как бы, ну, не действует это. А потом раз я чувствую, что меня зовут, и я поворачиваюсь, и тот человек действительно меня звал. В прошлом году, по-моему, защитили Нобелевскую премию насчет квантовой запутанности. Да. Это же про это. Да, это про это действительно. И, ну, это не... Ну, я хотела это связать. Вот это квантовая связь, когда мы можем друг с другом общаться на уровне энергии просто. Да, это То, что еще называют телепатией. Да. И вот когда ты стоишь, играешь на сцене, тоже это чувство партнерства, это очень важно. Мы развиваем, получается, чувство партнерства, и ты играешь с партнером, там ты можешь понять прям с одного взгляда можешь понять своего партнера, и ты от этого начинаешь играть, чувствовать, то есть в спектакле, да, от этого начинается актерская игра, что ты чувствуешь партнера, ловишь его взгляд, ловишь там движение даже одного пальца, и ты это как бы понимаешь, чувствуешь. Прокачиваете интуицию, да? Да, интуицию. И вот в этой, ну, в реальной жизни это тоже действительно так происходит. Я не знаю, но я там прихожу куда-то, я начинаю там за людьми наблюдать. Вот, ну, почему он так сидит, там, ну, то есть наблюдать начинаю тоже. Вот. Это помогает? Вот новые, я имею в виду, вот эти новые наблюдения. Помогают. Мы все время должны наблюдать. Вот актеры, режиссеры и вообще творческие люди должны все время наблюдать. Без наблюдения, мне кажется, не будет роста. Вот. Будут штамповки, вот, из роли в роли будут одинаковые вот эти. Одинаково. Если ты как больше наблюдаешь, там разные типажи, разные вот эти. И потом, если тебе это будет нужно, ты берешь вот этот образ этого живого человека себе и это выносишь на сцену. Это же помогает. Смотри, каждый раз, когда ты выстраиваешь какой-то новый образ для игры, как не вжиться в него до такой степени, чтобы не переносить его потом в реальную жизнь, в свою уже жизнь? Ну, мне кажется, это очень сложно, потому что вот я заметила, что в моей жизни это очень страшно на самом деле, что я настолько в это погружаюсь, и в моей жизни действительно начинают происходить вот эти обстоятельства, в которых я играла там. Я это еще заметила в студенчестве, что там я играла в этюде ситуацию, да, определенную. И вот эта ситуация со мной происходит там месяц спустя. Такая же ситуация. Я не знаю, как это происходит. Это опять же таки вот такое притяжение энергетически. Настолько я это через себя пропускаю, настолько я в это верю, что потом через какое-то время это со мной происходит. Я не знаю, как это происходит. Я знаю актеров
других очень много ребят, которые рассказывают, что вот когда они играют так каких-то, ну вот опять же таки Кентон Хурака, да, там человек-актер играет, и он, ну вот он же Кентон Хурак такой, все время ругается, там бьет вот эту бедную кора, и он домой приходит, и он там начинает вот этим же голосом властным начинает разговаривать, там, ну то есть не выходит из образа, да, и там ему домашние говорят, ты чего такое? И он такой, я, окажется, из образа не вышел. Ну так. То есть все равно это, да, происходит через тебя, когда ты пропускаешь. Или тот же самый случай, когда один тоже актер рассказывает, что он играл там оленя, да, и оленя походка у него такая была, ну то есть он играл в сказке. И он как-то, ну, отыграли спектакль, и он идет, и понимает, что он идет вот этой своей оленей походкой. И это было удивительно. То есть там зрители там, ну, люди там на улице видят, что там актер отыграл спектакль, и он идет со своей оленей походкой. То есть, опять же таки, не вышел из образа, так скажем. Как ты для себя нашла вот этот вот рецепт, так скажем, или, может быть, этому тоже учат специально, как выходить из образа, как возвращать себе себя? Ну, не знаю, ну не бывает такого, наверное, что я вот надо специально выйти из образа. Ну, просто после спектакля ты все равно каким-то, ну, вот ты после спектакля снимаешь костюмы, там, разгримировываешься, и все равно каким-то образом ты же человек, тебе надо там идти домой и так далее. Ну, это происходит очень естественно. Не бывает так, чтобы прям надо выйти с образа. Нет. Это прям, ну, а если ловишь происходит. себя, ну вот в моменте ловишь, что ты сейчас в образе? Ну да, как я рассказывала, да. Ну, надо отвлечься, надо отдохнуть, вот, как-то надо куда-то съездить и так далее. А бывает такое, что ты берешь в свою личность какие-то элементы из образа? Из характера героя, То которого есть, получается, ты играешь? в жизни, да? Да. Нет, у меня такого не бывает. Вот там начинают говорить, вот ты же актриса, наверное, любишь там в реальной жизни тоже играть и так далее. Но у меня такого не бывает. И другие актрисы, наверное, актеры скажут также, что вот в жизни не играют, не бывает такого. Интересно. Да. И нету соблазна? Ну, бывают какие-то моменты там, ну, это делают не только актеры, это делают все. Вот как человек. Мы же иногда играем, особенно девушки, можно включить дурочку и так далее. Я думаю, люди постоянно играют. Да, вот, постоянно. Вот, люди в целом это делают, а не только актеры. Вот. Ну, это очень интересная тема на самом деле. Да. Ну, спрашивай, мне очень интересно. Интересно, как ты вот не теряешь вот этот момент, когда ты — это ты, и ты — это какой-то персонаж? Ну, у меня бывает так, что у меня есть четкое разделение жизнь и сцена. Жизнь и сцена. На сцену я выхожу, играю, и в жизни я, опять же таки, Хенурмас и Занул. У меня не бывает так, что вот я все время играю там и так далее, или там мой образ начинает, то есть преобладать надо мной. Но у меня такого не бывает. И у других, наверное, тоже так же. И это и происходит очень естественно, на самом деле. А вот как Химерма, какая ты? Какие у тебя есть, например, 3 качества, которые ты в себе очень любишь? 3 качества. Ну, наверное, не знаю, у меня, начинаю думать, анализировать. Ну вот начинаю долго думать, потому что вот 3 качества моих, не знаю. Ну, наверное, все-таки желание все время меняться, находить что-то новое. Я очень люблю учиться. Вот. Есть слово работоспособность, а есть слово учиться способность. Вот мне все время надо что-то новое изучать и так далее. Жажда знаний? Жажда знаний, да. Мне важно учиться.
там пробовать что-то новое и так далее. Вот это, наверное. Так, одно, еще Да. два. Ну, у меня бывает так, что вот я несправедливость вижу, да, я начинаю там докапываться, почему так и так далее. Наверное, все-таки вот тоже, как это сказать, хотение справедливости, что ли. Вот. Второе, наверное, да. И, ну, я веселый человек. Вот. Ну, не могу сказать, что я прям добрая, потому что для всех невозможно быть доброй. Для кого-то, может быть, я как-то через свою призму не пропустили, и какая-то резкая показалась, или, я не знаю, недостаточно их поняла. Не могу сказать, что я прям такая умная, потому что я трезво оцениваю свои возможности. Где-то я лучше, где-то, может быть, хуже. Вот. А как ты относишься к критике? Сложно. Вот честно, сложно, потому что если мне скажут критику, я приму, но потом я буду все время об этом думать. Почему? То есть не касательно этого человека, который сказал критику, да, вот он мне плохой человек сказал там мне, что я какая-то такая, а вот себя начну требовать. Вот почему я, значит, не лучше, почему я этого не сделал и так далее. Себя начну требовать, докапываться до себя, там какие-то загоны появятся и так далее. Но все равно стараюсь эту критику как-то здраво оценить, как-то все уладить и так далее. Окей, хорошо. В кино, значит, ты пока не планируешь, да, идти? Так, ну, в жизни может быть всякое. Если бы мне сказали там 4 или 5 лет назад, не хочешь ли ты попробовать себя в режиссуре? Я бы сказала, не знаю, может быть. А потом через год, хоп, я поступила в режиссуру и уже там учусь. У меня бывает такое, что там, не хочешь ли ты в кино? Я там говорю, не знаю, может быть. А потом через год я такая, хоп, и, может быть, в кино снимаюсь. Может быть, да. Ну, я очень хочу сниматься в кино. Вот, мечта детская сниматься вот в этих крутых голливудских фильмах и так далее. Именно в голливудских, да? Да, именно в голливудских. Ну, это же, опять-таки, мечта, да. Кинематограф. Любой актер хочет сниматься в Голливуде, получить Оскар и так далее. Но и в нашем российском кинематографе тоже хотелось бы. Потому что в последнее время есть интересные проекты. Почему бы и нет? Интересно. Для этого, я знаю, вроде бы как нужен агент, да? Да. От агента тоже очень многое зависит. Вот в последнее время у всех есть агенты, агентства, в которых они состоят. Это очень важно. Да. Именно хороший агент, который будет тебя... А ты есть в каком-то агентстве, в твоем портфолио? Когда-то, ну вот в 2019 году летом я ходила в разные агентства, и вот там меня брали, но мне до сих пор звонят там с Москвы, там говорят, там какой-то проект там, и так далее. И в последний раз, когда я была в Москве, это, получается, март, да, мне там отправляли, что надо отправляться в Турцию, там даже там будут съемки. И опять, вот как раз твой типаж нужен, вот такая вот восточная девушка нужна, там будут съемки и так далее, а у меня учеба. Я не могу просто так все бросить и уехать. Ну, из вот этих обстоятельств, из жизненных вот этих обстоятельств у меня не получается там поехать куда-то или сниматься. Вот я работаю в ТВ, мне там звонят, приезжайте в Москву, а у меня премьера спектакля в этот день. И, ну, вот эти обстоятельства. А тебе не жалко, что ты отказываешься от возможности? Мне жалко, конечно, жалко, да. Для того, чтобы сниматься в кино в Москве, чтобы прям серьезно за это браться, мне кажется, надо просто езжать туда. Вот, просто... И только этим заниматься. Да, и только этим заниматься. Чтобы не было там каких-то других вот этих вещей, которые... А ты еще пишешь, да? Да, да. А что ты пишешь?
Разные Тоже? вещи. Ну, в основном пьесы, театральные Ты же пьесы. состоишь в Союзе писателей, Да, в да? Союзе писателей. Пьесы, стихи, вот прозу тоже пишу. Вот в последнее время у меня в декабре вышла книга. Книга вышла, называется «Пёрзек Пен». Это волчонок, про волчонка, который вырос в Чабанской стоянке вместе с собакой. Там девочка Бадыма вырастила их, ну, щенки были, да, волчонок и собачка. Вот она их вырастила, и там, ну, не буду спойлерить. Это рассказ? Да, или это рассказ, да, это рассказ. И вот они выросли, и там какие-то обстоятельства случаются, что они там остаются и так далее. Вот. Класс. Моя первая книга. У тебя даже кстати. книга уже Да, есть. у меня первая книга, вот. А так я пишу в основном, ну, пьесы театральные, получается. И, ну, опять же таки, если я стану хорошим режиссером, то я, наверное, поставлю свои Будешь их пьесы. ставить. Да, свои пьесы буду ставить. Мгм. Хорошо. Скажи, пожалуйста, гордишься ли ты собой? Ну, наверное, все-таки да. Да. Горжусь, ну, за то, что, ну, не то, чтобы там прям я такая молодец и так далее, а вот внутренне за то, что я переборола какие-то свои страхи, и за это, наверное, горжусь. Переборола свою неуверенность, свои страхи, какие-то свои, ну, вот, загоны. Ну, вот за это в большей степени. Химерма. Заключительный вопрос. Что такое любовь? Любовь. Так. Любовь – это, наверное, все-таки стремление или вот жажда хотеть жить. Вот ты любишь человека или свою страну, можно любить всякое, да, свое дело, ну вообще любовь, любишь что-то, и ты ради этого хочешь жить. Вот Селлинджер говорил, да, ты хочешь умереть ради этого, это не дело. А когда ты хочешь жить ради этого, это уже высшая степень любви, мне кажется. И вот это стремление жить, стремление быть, вот эта жажда жизни, мне кажется, это и есть любовь. Супер! Спасибо большое. Спасибо тебе, было очень интересно.